Бисмиллахир рахманир рахим. Аллах создал человека на земле социальным существом. Как говорится в Коране, Аллах Субхану ва Тааля говорит, что все, что не есть, я создал парами и объединил их. И, обращаясь к нам, говорит, что «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафарраку». Держитесь в вере Аллаха, то есть веревки, каната Аллаха. Держитесь Корана, держитесь религии, шариата, всем сообществом. Джамагат. И ни в коем случае, «Ва ла тафарраку», ни в коем случае не разделяйтесь. В то же время Аллах Субхану ва Тааля говорит, что просите прощения у Аллаха обществом, джамагатом, джамгиятом. «Фатубу иля Аллахи джами'ан». Просите прощения все, независимо, кем бы вы ни были. Управляешь ли ты государством или простой человек, который подметает улицы? Ты ученый или безграмотный? Вы все должны просить прощения у Аллаха за свои деяния. Потому что каждый день мы делаем очень много грехов, ошибок, недостатков у нас очень много. И мы должны просить прощения. И каждый аят Корана, где призывает к поклонению, к отдельным видам поклонения, Аллах Субхану ва Тааля обращается к нам во множественном числе. «Вакимус саля», то есть выстаиваете молитвы. «Ваатуз зака», и отдавайте закат, милостыни. И много-много таких аятов. «Фатубу иля Аллахи, вагтасиму бихаблиллахи, джами'ан». То есть Аллах Субхану ва Тааля обращается к обществу, потому что Он создал нас такими, что мы не можем друг без друга. Первое маленькое общество, джамагат, это семья. После этого родственники. После этого махалля. Махалля – то место, где ты живешь, скажем, та мечеть и прилегающие районы, тоже джамагат. Все мусульмане – единый джамагат. И Аллах Субхану ва Тааля создал нас такими, что сообщество принимает. То есть «Инна Аллаха ла юдиллу джамага, ва ядуллахи фаука джамага», говорит Мухаммад Мустафа, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах не заблуждает джамаат, общество Он не заблудит. И Его длань, то есть и Его баракат, восприятие дуа, ниспосылание благодати и милости только на джамагат, говорит Аллах Субхану ва Тааля. И говорит Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Есть некоторые исключения, что человек может жить, конечно, отшельником где-то в горах, где-то в ущельях или в каморке где-то, но это исключение. В основном люди живут в сообществе, джамаатом. И Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к нам, говорит, что «Атигуллах ва атигур расуль ва улил амри минкум». Подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи. Что такое подчиниться? То есть исполняйте все то, что повелевает нам Аллах. Делайте все то, что проделывал Мухаммад саллаллаху алейхи, и подчиняйтесь. То есть слушайтесь тех, которые стоят над вами. Некоторые, собираясь в небольшие маленькие группы из 3, 5 или 10 человек, выбирают какого-то одного старшего и говорят: ты стал амиром, и давай мы тебе будем подчиняться, и не будем подчиняться этому сообществу, этому джамагату. Не надо нам ни имамов, ни муфтиев, ни президентов, никого. Это очень большая ошибка, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафарраку». Ни в коем случае не разделяйтесь, не объединяйтесь в какие-то маленькие фирка. Фирка – это маленькие сообщества, маленькие группы. Любая группа, которая отрывает других мусульман от общего единого джамагата, общества, от единой уммы, она будет организованной группой. Или преступной группировкой, или же просто организованной группировкой по интересам. Очень много сейчас тех людей, которые благодаря интернету стали, в кавычках,
журналистами, называют себя блогерами или другими там психологами или кем-то, не имея никаких знаний, не имея никаких обязательств, выходят и по-разному интерпретируют ислам, объясняя это на свой лад, понимая, и ссылаются на каких-то псевдоученых, которые таким же образом сделали себе имя среди небольших групп и говорят, что вот такой-то, такой-то, громкие имена, они еще присваивают себе имена древних, Ахлюс-Салаф. Ахлюс-Салаф – это те, которые были во время табиринов и табиринов, великих ученых, и, называя себя такими именами, выступают, сбивают людей с истинного пути. Любая фирка, отделяющая мусульман от единой уммы, от единого джамагата, будь то джамагат махалли, будь то джамагат какого-то определенной территории, будь то джамагат из масхаба, будь то джамагат из единой уммы, любой человек попадает под ту статью, которая называется «Валя тафарраку». Ни в коем случае не разделяйтесь на маленькие группы. И нужно вспомнить хадис пророка, саллаллаху алейхи салям, когда он сидел перед сахабами и чертил на песке какие-то линии, потом прочертил более глубокую борозду и воткнул палку, которую чертил на начало этой черты. Тогда сахабы спросили: «Я Расуль Аллах, о любимец Аллаха, о посланник Аллаха, что за рисунки ты чертишь на песке?» Он говорит: умма Мусы, алейхиссалям, разделилась на 71 группу и полностью разделилась вот на такие группы. Умма Иса, алейхиссалям, разделилась на 72 группы, полностью разделилась на группы и группировки. Моя умма разделится на 73, но одна из них будет группой спасенных, фиркатун наджия. Вот эти группы, вот эти черточки, которые я начертил, они все ведут к Аллаху, но во главе их стоит шайтан. Вот это самая глубокая черта, борозда, это дорога, которая ведет к Аллаху, дорога моя и моих праведных халифов, моих сахабов. И вот эта палка, которую я воткнул в начале этой борозды, этой черты, это я и мои праведные халифы, говорит Мухаммад саллаллаху алейхи. И если пойдут объединяться вокруг этого, не разделяясь, то они будут спасены. А все остальные, во главе которых стоит шайтан, но вроде бы идут к Аллаху, они все пропали, они все в огне. И упаси их Аллах, да упаси Аллах нас всех от зла огня гиены. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم